Продавцы поздравляют и делают скидки, а покупатели с трепетом выбирают лакомства на праздничный стол. В торговых павильонах ажиотаж. Выбрались на ярмарку и женская половина семьи Минибаевых. Если мужчина откроет Курбан-байрам намазом, то бабушка, мама и внучки с выпечки. У нас обязательно плов, мы на улице его готовим. Обязательно лапшу свою татарскую. И варим, шлем на огонь, шлем. Заранее готовится и на 25 столичных площадках жертвоприношения. Один барашек верующим обойдется в 6-9 тысяч рублей. Показали у нас от 10 до 15 тысяч жертвенных животных приносят барашков, а по республике сосчитать это просто, наверное, невозможно. С самого утра для мусульман будут открыты все мечети республики. Праздничные намазы начнутся в 5:15, а проповеди пройдут на 45 минут раньше. В это же время на телеканале ТНВ стартует прямая трансляция с Галиевской мечети. Именно она станет главным местом празднования Курбан-байрама в Казани. Гости здесь ждут и Рустама Миниханова. Если же народу будет слишком много, то предполагается, что вот на территории мечети будут ковры. Зрители нашего телеканала смогут чуть ли не сами оказаться в Галиевской мечети. У нас развернется ПТС на 7 камер с привлечением спецтехники квадрокоптера для того, чтобы показать весь масштаб происходящего и передать все настроение, которое будет происходить. Последние приготовления к празднествам идут и в Нижнекамске. Животные уже прошли ветпроверку, а работники соборной мечети устанавливают стенды с правилами поведения в Курбан-байрам. Напомнил их мусульманам в поздравительной телеграмме и муфтий республики. Смысл жертвоприношения кроется не в жертвенном животном, а в сострадании, милосердии к нуждающимся, отзывчивости и богобоязненности. Праздновать Курбан-байрам мусульмане республики будут 3 дня. Впереди священные выходные. Салават Мухмадуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань, Нижнекамск.